Бера шимас хатырсква телехопштрам, аусура яцнатует апсу телехопшра пресс-центр. Ожпе минут кварзы хара хақу пишия шойцу эфирача апсу телехопшра асайтача. Бзила шабет хатырсква коллегача. И табу пам тапшаны хярах шахим яхытыз жбара хайгургойт. Яхепе пресс-конференция хартуа иш сырдырыш стахуб хастудия асасча. Апснахинткара юнуцкат яусквар министр Аслан Алыксейпа Кубахия. Яраубас министр Ихатыпуй Нугзар Анатолий Ипа Хагуш. Хазлачажу а тема жла рейзера парламентах алха курзайбет биатуран, а юнуцкат яусквар министра рнапынцаква рынок зара яхинза захьёв ауп. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады видеть вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Открывая пресс-конференцию, хочу представить вам наших гостей. Это министр внутренних дел Абхазии Аслан Алексеевич Кубахия, а также заместитель министра Нугзар Анатольевич Хагуш. Тема сегодняшней пресс-конференции – обеспечение безопасности в период выборов в Народное собрание парламент Республики Абхазия. Если что заразин, Аслан Алексеевич Абхазия Зара Шарашах истир стахуб, ябанза захьё айнысқадби аусквар министр харнапынцаква рынок зара алхракваран. Наски ожапхя имя пышгуз аусмепготква мач шерзаткал. Артариус хаквиштишта маскин хания. Цод юкенги аусрот эмецкотви. Аусучва акпиатуран юбитабис. Издро ихнзерулшес. Хамацара хагзм скбая ксо агирта структура, амчи структура ка, зиге штаб хацов, штаб дахагало, совбези хабы Мухаммед Килба, МВД на штабу, ой штаб дахагало побритал, визересизуа Нугзар Анатолий Пахагуш, Ерешафтоевич, Пархагад мепысерца захана, иқоцот урачо, иқоцот гимажите нахая, уякшни иқоцот урачо. Урысшила да отгылын зети херстохоп хавазлор Нугзар Анатолий Па альфи яхтари ури хая и кани фиал. Хампадам. Нугзар Анатолий Па. Сотрудниками Министерства внутренних дел совместно с сотрудниками СКБ и прокуратуры создан штаб, который координирует все действия, процессы, происходящие во время выборов и, естественно, перед выборами. С 25 числа мы переходим на усиленный режим работы. В составе оперативного штаба образуются группы и службы обеспечения охраны общественного порядка, которые будут, каждая группа будет работать по своему направлению. Вот группа обеспечения общественного порядка непосредственно осуществляет руководство подразделениями, несущими службу на местах. Есть у нас также резервные группы, которые будут выезжать на места, будут приниматься меры, которые необходимы для того, чтобы навести общественный порядок. Наша служба, естественно, функциональные обязанности наши входит охрана общественного порядка, чем мы и будем заниматься. Во время проведения выборов с 25 числа будет использован весь личный состав для подготовки и проведения. Непосредственно на местах, на участках 600 с лишним человек будут нести службу. Остальной весь личный состав будет входить в оперативные резервные группы, которые по ходу будут задействованы в тех мероприятиях, где возникнет такая необходимость в любом районе на территории нашей республики. Хатырского коллега Аздара Кушмозар. Аслан Алексеевич, как вы оцениваете в целом ситуацию вот между первым туром и вторым туром? Как мы знаем, были какие-то ЧП. ЧП были. К большому сожалению, еще нас не красит. Идет оперативная работа по всем 3 инцидентам, которые имело место быть. Это 2 инцидента, связанные с кандидатами в депутаты. А один, буквально это позавчера было, меня просто не было, я в командировке был, с членом Верховного суда, кому подожгли машину. Это возмутительный факт. Факты. Вот, сегодня я заслушал оперативных работников, есть определенные продвижки.
я убежден, что в ближайшее время мы обществу покажем этих людей, кто способен на такие подлые дела. По большому счету, если так подходить, вот я человек далеко уже не молодой, и в современной абхазской политике помню все выборы, они особо не отличаются. Если кто-то особо не хочет просто страну ввести в хаос, так наше общество, это зрелое, грамотное общество, люди, кто бы как ни старался, люди все равно делают собственный выбор. И те же теледебаты, которые мне не удалось, правда, смотреть, но я знаю отзывы в обществе, проходили на должном культурном уровне, люди проявляли взаимоуважение друг к другу. Сегодня мы имеем 44 кандидата, 22 из них станут депутатами, к большому сожалению, 22 не станут. Так это в выборах так. Вот. Я убежден, я в этом даже не сомневаюсь, что выборы у нас пройдут на очень высоком уровне, потому что у нас все прозрачно. Начиная с урн, заканчивая наблюдателями, подсчеты, это вот, документы на руках у населения. У нас были проблемы, когда, вы сами прекрасно помните, когда наш народ обладал несколькими документами, начиная от непонятной формы 9 и заканчивая там советским паспортом и тому подобное. Мы весь этот путь прошли. Наш народ это прошел, сегодня население документировано. И если я убежден, я в этом уверен, потому что я все-таки сегодня являюсь представителем власти, потому что власти настаивают, и это вы сами видите, на прозрачную, открытую политическую борьбу. Тот, кто выиграл, тот и выиграл. Вот эти безобразные дела, там, административный ресурс, там, фальсификация выборов и тому подобное, это ушло в историю Абхазии. Я в этом убежден, потому что вот такие выборы мы уже не проводим давно. Вот, и я уверен, что мы никогда не будем проводить. И почвы для конфликтов, для противостояния, которые там некоторые пытаются навязать нашему обществу, нет. Его просто нет. Я убежден, что выборы пройдут спокойно, в тихой обстановке, и в пределах после 20:00 мы узнаем выбор нашего народа. Единственное, что мне не нравилось, я это открыто говорил, сейчас говорю, такие нападки на кандидатов в депутаты, вот особенно в интернет-сообществе, тех людей, которые осмелились выдвинуться. Поверьте мне, у нас очень много заслуженных людей. И ветеранов войны, и научной интеллигенции, которые могут депутатами стать. Но не каждый хочет этим быть депутатом. Вот тот, кто решился, мы обязательно начинаем его унижать, оскорблять, уровень определять. Некоторые это стараются делать. Да пойдите сами, в конце концов. Кому этот уровень не нравится, пусть сами пойдут и изберутся. Я к этим вещам очень плохо отношусь. И выбор нашего народа надо уважать. Это я убежден, что весь спектр нашего общества будет представлен в этом парламенте. То есть вы надеетесь, что я второй тур я уверен. Пройдет так же спокойно, как и доброжелательно, как и первый? Вы поймите одно, что сложности вообще всегда в первом туре, где большое количество кандидатов, где, извините, не совсем подготовленные кандидаты. Вот. А во второй тур выходит лучший из лучших. Люди, которые больше набрали голосов. Это более, понимаете, известные, люди, за счет чего можно выиграть выборы? Конечно, кандидат должен быть конкурентоспособный и хорошая организованная команда. За каждыми этими людьми стоят серьезные люди, которые, понимаете, помогают им в проведении этих выборов. Эти люди, мы их знаем, это патриоты нашей страны. У кого лучше получилось, того и изберут. Я, например, вообще сложности вижу всегда в первом туре. Во втором туре там, знаете, и не должно быть.
Я не вижу, в крайнем случае, я не вижу основания для того, чтобы какие-то... Если мы сами себе не придумаем что-то, нету почвы для того, чтобы, понимаешь, какое-то противостояние. Да и наш народ давно устал от этих противостояний. Люди хотят спокойно. Знаете, и тот, кто будет напрягать обстановку, он никогда выборы не выиграет. Если ты хочешь выиграть выборы, надо всегда очень осторожно и спокойно себя вести. И выборы выиграешь. Если голова на плечах будет. Аслан Алексеевич, раз вы заговорили о первом туре выборов, скажите, пожалуйста, возникали ли какие-либо инциденты, и были ли сложности, с чем они были Абсолютно связаны? никаких сложностей не было. Были определенные моменты у нас. Единственное, вот я думаю, что Центральная избирательная комиссия здесь сделала выводы. У нас в некоторых участках просто не хватало мест. Люди не успевали. Ну, мы вмешались, помогли им. Там давка произошла в одном месте, сейчас не буду я называть, где это как. Но помощью, я сам лично туда выезжал. Никаких абсолютно проблем не было, успокоили людей. И все в 8:00 последние желающие в этом участке сумел попасть на избирательный участок, чтобы проголосовать. Но я, насколько информирован, Центральная избирательная комиссия нашла другую площадку, где будет этот участок голосовать, и этих проблем не будет. Самое главное, чтобы власть могла обеспечить людям, дать им возможность спокойно проголосовать, чего мы будем делать. Если кто-то думает, что если кто-то действительно найдется такой, у которого голова кружится, и что он может создать напряженку там в нашем обществе, мы, конечно, ему этого не дадим. У нас сил и средств на это хватает. Но я таких людей просто не знаю, я не вижу. Я, честно говоря, этого не вижу. Но если у кого-то голова закружится, я надеюсь, что мы найдем формулу, как его успокоить. Коллега, мы ранее говорили, что временно приостановлена регистрация граждан. В мае пройдут перевыборы. Вот каким образом это все будет? Перевыборы какие вы? По 17-му округу. В Гудовотах вы? Да. Я вас понял. Есть определенные у нас трудности с этими прописками, контроля имеется, контроля, чтобы потом у наших кандидатов не возникло и взаимные претензии, что одного не туда прописали сюда. Мы, конечно, после, сейчас 26-го, мы все штампы, которые мы изъяли в горрайорганах, обязательно вернем на место. Но один участок мы проконтролируем. Там, понимаете, там ответственный работник, начальник паспортного стола в Гудовотах, она опытный работник, она, конечно, это будет под нашим контролем. Один участок всегда можно проконтролировать, а вот всю Абхазию проконтролировать невозможно. Так что никаких переписок не будет. 3 февраля мы изъяли эти штампы. С 3 февраля ни одного человека никуда, нигде не переписали. Помимо тех людей, которые получали новые паспорта, и по месту жительства мы их прописывали. Хатерского коллега Старако. Коллега Стара Румам Зармакяна с Рабаси Пшикластара Стирстахын. Аслан Алексейпа. Алхрат комиссии Несхлапе Ускор министр Шусура Абанзи Мадо. Абри Алхрат процесс Ан. И Мадо походим к Цехонд. Ацхура Арахту топше. Алхрат комиссия МВД Мацерукц. Агенткарамчуква. Зигет Цхура Артузу. Алхрат харт житнахос хашцлый. И накузала Алхрат комиссия критика Зура. То на Шваберу Марио. Уавус изо Джик Хикрыда Гитезиги. Алхрат Коран. Комиссия Ялуром в Хородзу. Цхура Артузу праздник. Оберже харт паспорт кицкоритер халаки. ويبركاجت زي ما خا مشو بسكين تجاونا برتا باسبورت كتكو زيجرحتو وبرتي أشي إذا احتاج الزيجي ياشني نعمتو آخر كميسي خشتو آخر نقولكم يرى يتابلو يسمش يرى وش يوات يحب يسمشا عبرية آخر список زيجي كرشني ياشني كرشني قصر آخر كميسي روس يحا يكشنو يحا يارماريو нас дополнительный список хайзку, а яла манакшологи, а грамгара рацуничтер ход. Убрезахана ацхура рацуниту. Ачкун яйз, его же батал Иван по допагу и хоту поняйз. Пришел иду змочкуну.
هو يفقرات وخب يسخرات وخب عام تماجن يزرمزج يبرد بيقوب روست كنيزم يبرجو يخنزر وشوالا حقيقة تدورتهم أجي يقولنا مخرج زحنا يزيجي ساعتي بس ما جوب أو آخر عزيز اسمه فيني بنسكر خنزو بيخو بريت يزيجي ياشن يكرشنا أشقي تجاوز يختصو ناس проблема جباش خدس هو شيء صحوت يعرفوا حنا بينرتوز حتى تدخل على يعرفوا زي خنزة حوش وزلا حلو بجوم يخيجي حلو بجوم أقولز جود أتوقعن بي برت أبكر بيقو برت عقلنا آخر كمية عن يعرفش تانزا حرت حوس ويجانا خذ يعني كل خدوم تحطان بي أوكر قان بي بري عقلنا نرجع لك ناسو حرت حوس وشوي نقول نقول وي ساعات يبخ با схобжённо. Его мастара. Неужели к министру нет вопрос? Ну, вы коснулись новых паспортов. Есть ли такая статистика, сколько уже выдано по 12 тысяч. 12 тысяч. У нас, вот, я хочу сказать такую вещь, что мы можем в течение одного дня обработать, выдать около 500 паспортов по всей республике. Так что за календарный месяц, за рабочий календарный месяц мы 10-12 тысяч беспроблемно можем выдавать. Я хочу, пользуясь случаем, обратиться к нашему населению. Вот до 5 числа продлены, до 5 апреля в связи с выборами продлены срок паспортов. У многих они истекли. Но я особенно хочу обратиться к жителям округа 17. У них есть время в Гудаутах, где будет повторный выбор. Вряд ли опять будет постановление правительства. Если у кого-то истек, просто надо, это они в городе живут, а город Гудаута маленький, просто надо прийти и сдать документы. Мы в течение нескольких дней им выдадим новые паспорта. У кого-то если истекли, если они хотят потом в мае месяце принять участие. А если у них не истекли, срок действия этих паспортов не истекли, то это можно делать после выборов тоже. Ну, просто некоторые забывают, кто из нас помнит сейчас, до какого числа у нас паспорт, да? И во время выборов его начинают открывать. Надо сейчас открыть и посмотреть действительно. Во время этих повторных выборов, если истекает, то надо это делать сегодня, и мы беспроблемно эти паспорта людям поменяем. Так что мы рассчитываем, что в конце года мы сейчас приостановили прием паспортов, чтобы не было чехарды, вот, понимаешь, чтобы у кого-то там не застряло. Старый паспорт на руках, исходя из того, что все-таки наш народ, чтобы не путался, во время, перед первым туром мы приостановили его, сейчас буквально с понедельника, с 27 числа мы начнем выдавать новые паспорта уже. Я надеюсь, что мы в конце года где-то около 100 тысяч паспортов уже населению выдадим. Это считайте, что мы активные части населения всем выдадим эти паспорта. Аслан Алексеевич. И что самое главное, что в ближайшие дни мы начнем еще выдавать вид на жительство не гражданам Абхазии. Это документ, который позволяет легально находиться на территории нашего государства. Юмшхам шрюнецка тыловыш кучуц агатаралар шахойт шет. Ахау бас шакуги юкуп ауапсыра зиньо ауадайра квак. Изахкё зейхара загдара. Изахкё. Ака ибзи зинифдирот пахет паспортизация кец хазалаги. Паспортизация кец хазалага зубрио пахет паспортизация а закон из в пахагати. Его по пакет документ в Хейзергу я только. Документ Кагзер убри я глагату. Я гамзер проблема хат. Ханат абханалагу з яшин фитлам. Якон проблема кой харазгиз хараз хусу чуру. Идырный кларцо, идырный харамцо уелка учики водил поелкару все санаха. وبس قعر خطب يونس خطب انستروكسي كورمان او درباق قد انستروكسي كوزيجي باكشي يحار مري او
аха ятохо документ по ятохо документ по бартий курфету харзе как помилат курзахан у закон яхот абсу арзахан проблема калса помилат он يقو بشوكة أرينم خوز بسنيالت نيخون وفي عايد يرزنكال أبسو паспорт роуд ويزيك تساعدوب وي проблему كوب إنه إنترنت إنت إنه سارحوت وإنترنت أخسمز بسرانك وعزو فيك تنسمز سستبشلون أجي خوجة структура حموب ويتبشوا интернет дал إنترنت ريوت شوكة أبري ساندر قاقي ساندر قاقي ناسي تحت على حنالا جواجي ريق وزمستش قلت شنو خنيتي يعيد يزنقال نو حرت شوكير خاشتوت أنك حنتكرر دوق نحنخون يسير زخدز خيو جران زو حنخوج شو خيا خد حنتكرر بسنراخت نحنخود ري زختو زكون كحرت من قرقلات زوم أنت تمي وتكوي حتى حاول خزنزن ويرجيل كاتو خا خشيتو قلنا مرختك ورتكي حتسبو Сара какума? Чаздарак сымоп, ацухтунпи ямта заревим чебжиалак зана хтуладжа еще купила затагила заши мачка халача жорстахын чазныгги айнусгатпи аускор министр Рагана Хяла ярбан усми катко япшку. Что юмез тот хариш ахтохоп шус хамоить. Изахтё? Я планы кай захказ фасхот. Абертал хруко ну хчик хейна усура qaladзом شكوسر قيانا قلت ياشم قد يخبين في قراري دي جاري دي أي حارزك عمي بخوة وشيك حكان قلنا أقولش حرقود جا حق جيت جام تبجي نركنه نعمي تقول عمي خنا تقول زاشين كوزا يحكوا بخزوم حتى بسؤال جدًا تخلاق يا خا فيك وعر خمس رلا فيك واحد شتخي статистика لو بخزوزر ويرتشزم أخا فيك واحد زحنا كرستنا كو وبرتكي تام خرقلون وي قملار قوزوم يواري يفيدرو تبري عاشق تحتال عاد يومز وسورة حكم وبريوب كتشك حاز كويخيا أخا علي عسي سمسو بتنشرلا أرتا برخا آخر كوير برخا جم خرت زحنا تبقى مارت زحنا كتشك أوريشي حاشة в щадящем режиме мы работаем. Дальше мы так работать не будем, конечно. Мы будем жестко контролировать наши дороги, мы будем жестко наказывать людей, которые буквально всеми правилами пренебрегают. Таких вот, к большому сожалению, практика показывает, я не долгое время работаю министром внутренних дел, законодателями МОД, вот, безобразий на трассах являются чиновники среднего звена. Не вот эти, как мы привыкли, там, сынки там, и тому подобное. На самом деле это чиновники. И вот камеры видеонаблюдения дают. Когда мы как-то чиновников более или менее в чувство привели, и меньше аварий у нас в стране началось. Но это не говорит о том, что они успокоились. Это вот эти 2 месяца предвыборной борьбы мы в очень щадящем режиме работали, чтобы не накалять обстановку. И так, понимаете, люди там, и каждый, знаешь, были у меня звонки, что вот моего там активисты там задержали, что милиция там кому-то помогает. Мы в очень щадящем режиме это все отрабатывали. Вас уверяю, что после выборов мы будем готовиться к курортному сезону, соответственно, мы будем приводить в чувство всех нерадивых наших. Аслан Алексеевич, а вот по поводу инцидентов, которые мы ранее упоминали, последних 2 инцидентов, обстрел автомобиля кандидата в Гальском районе, а также поджог автомобиля. Можно ли эти события связывать друг с другом? Но, и знаете, какие меры предпринимаются? Я буквально в целый день находился там, обстрел автомобиля, никакого автомобиля обстрела там не было. Давайте вещи своими именами называть. Мы видели сектор обстрела. Там действительно была стрельба со стороны еще не установленного нам человека, но и стрельба со стороны кандидатов в депутаты Пертая. Вот 22 гильзы мы нашли там, где была автоматическая очередь произведена.
Если это было в сторону Пертая произведено, то между Пертаей и этим человеком находился дом. Хотя бы в дом попало бы. Ни в дом, ни в деревья ничего не попало. Соответственно, это похоже, что стрельба была в воздух. Вот. Пертая как бы тоже открыл обратный огонь, но там несколько одиночных выстрелов. Вот если я все-таки человек, который прошел всю войну, сектор обстрела быстро определить может, любовью ветеран, который как бы что-то видел на войне. Там никакого обстрела на поражение не было, были выстрелы, но мы все равно в этом направлении работаем. Более безобразное, конечно, для меня это поджог автомобиля кандидата в депутаты Айба. Очень интеллигентного парня. Мы его приглашали в МВД, имели с ним, я лично с ним имел беседу. Да и другой кандидат, который вместе с ним стоит, такой же молодой человек. Что не... Мы работаем над этой проблемой, но кто-то очень хочет, чтобы у нас не все спокойно прошло в этой стране. Я далек от мысли, что одно, что это нельзя такие вещи себе позволять, что не его команда, это сын нашего боевого друга, который погиб на войне, что они могли это себе позволить. Ну, поверьте, люди, которые у нас идут в политику, они идут служить Родине. Но есть у нас еще люди, которые просто хотят, наверное, в этой стране, или их запускают сюда, в этой стране, чтобы у нас здесь не закон и порядок был, а был хаос. И даже я слышал там глупые разговоры там перенести на межнациональную плоскость и тому подобное. Наше общество очень грамотное в этом направлении, это никому не удастся. Но все, что я говорю, это я говорю, а нам надо, понимаете, кровь из носа раскрывать это преступление. У нас в этом направлении идут работы. Я уверен, что криминальная милиция в ближайшее время вас будет информировать, что у них в этом направлении. Идет работа. Идет тот же безобразный случай, связанный с судьей. Судья, который действительно уважаемый в судейском сообществе. Я еще был в парламенте, его утверждали. Это человек, который не просто судья, он еще плотно работал с депутатами парламента, законотворческой деятельностью занимался. Вот реформой, судебную реформу, которая осуществлена в стране, он один из тех судей, который непосредственно в этом принимал участие. Крайне возмутительный факт, и наш долг перед судейским сообществом, да и перед государством раскрыть это преступление, кто бы это ни совершил. Это просто преступник, это безобразник, которого надо по всей строгости закона наказывать. Вот какие-нибудь меры будут правоохранительными предприняты, чтобы обеспечить в дальнейшем безопасность судей? Вы знаете как, я вообще считаю, что одно, сейчас вот возмутительные факты, у нас все, сейчас до меня доходит, это вот сейчас прокуратура проверяет, что на каком-то судебном заседании там оскорбляли судьи, унижали. У нас все судьи сейчас согласно закону новой реформы, все заседания проходят под видеокамерами. В конце концов, если какой-то чудик пришел в суд, там начинает угрожать судье, надо просто останавливать, понимаешь, эти материалы передавать в прокуратуру и задерживать. Что за люди такие? Пришли там судьи угрожать прямо во время судебного заседания. Это мы сейчас начинаем об этом слышать. А судебная реформа это предусматривает, что все заседания должны проходить под видеонаблюдением. Слушай, человек это хулиган, преступник. Соответственно, если он такие вещи себе позволяет, его надо задерживать и арестовывать. Я вообще считаю, что там, где угроза судьи, нам надо останавливать, нам надо сразу вмешиваться. И такое судебное заседание не должно проходить, где с угрозами, как это все возможно. Я вообще плохо себе это представляю. Если честно, то не только защищать их надо, может быть, если мы хотим правовое государство построить, а судьи это те люди, которые окончательное решение принимают. Знаете, как бы точку ставят. Может быть, даже городок создавать надо. Это во многих странах, где 24 часа не только судьи, членов их семей надо под опекой держать.
Если мы, но я надеюсь, что мы не такое преступное государство, чтобы до таких дикостей, да, чтобы 24 часа наших судей охранять. Но действовать жестко надо во время, когда происходят такие вещи. Аслан Алексейпа, يشاب زعلق جايبت بيدور يحجيم ريخوت أكبياس تحوشيت أخا وسشاق وجي إيه ويبشم إيه ودايو تقل زاشك قلار شبان زخيو شرا يخرق شوا Я урысшил исход, потому что попемило тирахот. Первый тур пройден, а второй не пройден. Я говорю, будет легче, чем в первом туре. Но все-таки у нас от Ингура до Псов эти выборы происходят. Мы не должны повторять свои ошибки. Когда-то мы повторяли, когда-то у нас было противостояние в обществе. И мы, наверное, тот народ, который должны выводы делать из тех своих ошибок. Знаете, вот то противостояние, которое мы пережили много лет тому назад, она по сей день аукается. Вот. Потом поймите одно, что это все кандидаты, это сыны Абхазии. В основном абхазской национальности. Люди, которые, знаешь, и с той, и с этой стороны имеют друзей, родственников, знаете. Вот. И одно, а за счет чего должно это противостояние пойти? Я хочу, мол, победить, так не получится. Это же люди зрелые, они в большую политику идут. Мы так разговариваем, что у нас не выборы, а какая-то разборка впереди. Никаких разборок не будет, будут выборы. Народ решит. Вот народ кого выбрал, мы того и признаем. А если кто-то хочет помешать этим выборам, на то есть правоохранительные структуры. Я это говорил, еще раз со всей ответственности заявляю, что мы никому не позволим ввести страну в хаос. Этого не будет и не должно быть. Я вообще об этом думать не хочу, потому что я знаю почти все команды, которые как бы даются. Если надо будет, если мы почувствуем, мы каждому из них... Абхазия маленькая. Если я даже не поленюсь, как я в течение дня могу все команды от Ингура до Псо объехать, со всеми переговорить. Да нет, я уверен, что все они разумные люди, у кого лучше получится, того и изберут. И здесь не надо ничего придумывать. Я из головы выкидываю, что что-то должно быть. Да ничего не будет. Все будет тихо, спокойно, выбор будет, парламент изберут. Это высший наш законодательный орган, один из высочайших наших органов. Туда попадают серьезные люди, как бы кому кто-то не нравился. Честно говоря, вот заканчивая, хочу сказать, я тоже 4,5 года работал в этом парламенте. Давайте, время пройдет, проанализируем, что сделано этим парламентом. А я считаю, что этим парламентом очень многое сделано. К большому сожалению, так получилось, некоторые не пошли, некоторые не прошли. Вот. Но в этом парламенте были государственники, которые служили Родине. Много чего. Благодаря этому парламенту мы паспортизацию нашего населения вернули в правовое поле, если даже больше ничего не смогли бы сделать. Хотя очень много чего сделано там. И мы сегодня действительно наши паспорта получат граждане Республики Абхазия, а не желающие его получить. Знаете, и потом, как говорится, ездить по всему, хотя бы в Российскую Федерацию нашими паспортами. Нашими паспортами должны обладать люди, которые имеют право на это. Спасибо. Спасибо. Итабу пидудзана, итабу пхатерску коллегача, обряла ехепе пресс-конференция Хыркшуб, дачезны кишкуала саршартстахуб, ехя хашраччажу, забснахинка ревницкапиуску арминистр Аслан Алексей Пакобахе, Яраубас, ихатыпу, Нокзар Анатолий Па Хагуш. Телехопшца обряла ехепе пресс-конференция Хыркшуб, итабу пихахопшу зиге, я его хайкшура ганза, абзерс.